В эфире БСТ, передача «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Денис Ганеев, заместитель главы администрации города Уфы. И с ним мы поговорим о сносе и высадке деревьев на территории нашего замечательного города. Денис, добрый день. Добрый день, Тимур. Денис, в первую очередь хотелось бы спросить, очень бурно обсуждали в социальных сетях про вырубку в центре Уфы, на улицах, в частности, Кирова, там, Ленина и Достоевского. Что там было, что происходило? На самом деле есть огромный проект улучшения и благоустройства центра Уфы. Я думаю, вы все видите улица Ленина, улица Цурюпа, улица Чернышевского. То есть так называемые гостевые улицы, туристические улицы приводятся в порядок, укладывается гранитная плитка, новое озеленение и вообще комплексная работа. То есть Ратмир Афилович ставит такую задачу, чтобы подходить к проектам комплексно. Комплексно это значит от фасада до дороги. И как раз-таки вот тот случай, о котором вы говорите, он, кстати говоря, не первый и не единичный, к сожалению. Он как раз-таки попал под проект благоустройства и реконструкции этих отрезков улиц. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы расширить тротуар. Наверняка вы обратили внимание, что на улице Цурюпы, где долгое-долгое время парковались машины, асфальтовая дорога, пешеходам не пройти, не проехать. Сейчас большой красивый тротуар с запретом на въезд. Спокойно мамочки с колясками, дети, взрослые могут гулять, прогуливаться. И, конечно же, гости нашего города. И улица получила совсем другой вид. Открываются фасады. Некоторые здания абсолютно по-новому начинают играть. Поэтому, к сожалению, есть такие случаи, когда телеграм-каналы, некоторые средства как это массовой обычно информации. Бывает, да, кто-то выставит спиленное дерево, и тут другие подхватывают, и начинается, да? По этому поводу есть очень яркий пример, когда в Кировском районе все телеграм-каналы разогнали историю около сада Аксакова, что вот тут валят деревья, и вышел Илья Мангадович Нурдавлятов, глава Кировского района, и просто показал спилы этих деревьев. Тут, понимаете, есть такая тонкость, что дерево визуально может выглядеть вполне себе здоровым, с листьями, пышным и так далее, так далее. Но внутри идут необратимые процессы, потому что у каждого дерева есть срок жизни, это живой организм, к сожалению, или к радости, и примерно 50 лет. Но 50 лет это в природе, а мы живем внутри города. Здесь есть еще сопутствующие факторы, это и экология, наверное, и выхлопы эти. И выхлопы автомобильные, и противогололедные материалы и так далее, так далее, так далее. Поэтому срок жизни у каждого дерева свой. А это могут определить только специалисты. И, конечно, решение об сносе, или вырубке, как вы называете, дерева принимается комиссионно. То есть принимает не я принимаю, человек, который не понимает ничего в дендрологии. Вот это и хотелось, кстати, Абсолютно довести верно. до некоторых горожан, что снос деревьев не производится вот так вот. Да, что шел, говорит, вот это надо Вот убрать. это Нет, надо конечно, спилить, нет, такого конечно. не бывает. Нет, есть у каждого дерева порубочный талон, который выдают специализированная организация управления коммунального хозяйства и благоустройства города с выездом специалистов. Каждое дерево оценивается и смотрится. Тут, как говорит Ратмир Афилович, ни один мэр не мечтает сталкиваться с деревьями. Но вот срок большинства крупных красивых деревьев, он как раз-таки приблизился или даже перешагнул порог 50 лет в нашем городе. По таким грубым оценкам, в одной только Черниковке порядка 5000 тополей, которые уже свой возраст, либо приблизились к критичному возрасту, либо его уже перешагнули. И тут вопрос на самом деле, он сложный, но и простой одновременно. Что мы выбираем? Что при порыве ветра этот тополь, не дай бог, упадет и причинит кому-нибудь, не дай бог, да. не дай бог, вред здоровью? Или мне нравится, как он пушисто сегодня выглядит. Да? Здесь, конечно, решение однозначно в пользу жизни и здоровья горожан. Сам, будучи журналистом, наблюдал такую интересную картину, что в Октябрьском районе, где Северный проезд, если я не ошибаюсь, да. То есть сразу несколько человек проходило мимо сноса деревьев, и кто-то говорит, слава богу, наконец-то, уже же видно, что дерево накренилось, и не дай бог уже скоро там на провода, на машину, на человека может упасть, да? К сожалению, да. Правильно, да. То есть делают, и тут же находится человек, который говорит, зачем вы пилите деревья, они же здоровые, но при этом он же не знает состояние. Абсолютно верно. И тут можно понять ведь обе стороны.
Человек, который любит это дерево, который привык, что оно стоит, он, конечно, всеми силами за то, чтобы оно осталось. Но здесь, говорю, выбор на самом деле простой. Либо риск, оно может быть и 5 лет еще простоит, а может быть завтра при порыве ветра, каком-то сопутствующем, оно упадет и, дай бог, просто упадет, не дай бог, кого-то оно травмирует. И здесь, конечно, принимается решение в пользу жизни и здоровья. Вы абсолютно правы, я вспоминаю сквер за Искрой, сквер семейный за кинотеатром «Искра». Мы 3 года назад ходили там в резиновых сапогах. И жители тоже говорили, нам ничего не надо, ничего. А какой сейчас прекрасный сквер. Вот вечерами я от Дворца борьбы по этому променаду прогуливаюсь иногда. Столько людей, столько детей, прекрасная игровая площадка, скамейки, мафы, то есть обновленная часовня. Это, мне кажется, получилось просто уникальное, еще одно уникальное пространство в географическом центре города. Ведь что ни говори, все равно центр, он чуть более обласкан, чем все, что, скажем так, чуть дальше от центра. Да, в Кировском районе огромное количество работ сделано. Но и сейчас и на севере озеро теплое, и Уфимское ожерелье, наш прекрасный проект, когда чистили, вы наверняка гуляли на жемчужине Авроры, это вот по улице Авроры, когда чистили, сколько людей вы вырубаете, убрали поросль, и открылось, оказывается, там корабельные сосны, высаженные в ряды. Сейчас это видно, я там сам жил некоторое время, и я знать не знал, что это ровный, геометрический. Честно говоря, тоже и не знал. Просто хотелось бы узнать, вот как вот эту тонкую грань найти, соблюсти, чтобы как бы и овцы целые, да, и волки сыты были, так условно говоря. На самом деле секрет очень прост. Это я расцениваю как свою личную недоработку, как человека, который отвечает за информацию о городе. Видимо, мы недостаточно ведем предупредительную работу. И есть еще один момент, на который все время Ратмир Афилович нам указывает, что прежде чем начать работу в районе, в начале улицы, в конце, поставьте табличку. Просто напишите, что будет, да, то есть 10 деревьев убрали, 15 деревьев будет высажено. Потому что задача Ратмира Афиловича минимум 1,5 дерева взамен одного старого убранного. И я, конечно, принимаю это и на свой счет, и всячески стараюсь увеличивать количество информации, но прекрасно понимаю людей, которые подписаны на большое количество каналов, где-то это может пройти незамеченным. Понятно. Это, каждый же человек как личную трагедию это воспринимает. Вот я встал, у меня в окне ветка была, а тут что-то сейчас эту ветку там пилят, да? Ага, вы как посмели? То есть он, может, даже и не читал, а может, он не подписан, он имеет на это право. Поэтому, конечно, здесь тот самый случай, когда маслом кашу не испортишь, и количество информации предупредительной и объясняющей много никогда не будет. Здесь, будем усиливаться и будем работать. Хотя надо сказать, что в этом году, поработали, конечно, уже набив себе эти шишки, поработали чуть более бодро, скажем, и чуть более качественнее, что ли. Потому что, сегодня ехал по Ленину, какие прекрасные деревья высажены. Просто едешь, это разница в чем? Можно посадить веточку, которая 30 лет будет превращаться в дерево, а можно посадить, уже такое деревце, да, которое через 3-4 года оно раскроется и станет таким уже полноценным деревом. Поэтому Уфа, знаете, это лучший город на земле. И Уфа достойна самого лучшего. И мне кажется, что здесь, конечно, мы, в том числе моя задача, делать все на высшем уровне, информационном. Пока есть куда еще стремиться. Денис, подскажи, пожалуйста, что касаемо акции «Зеленая Башкирия», и она же и Уфы нашей, замечательно касается. Где уже успели высадить, где еще, вернее, планируется? Это моя любимая акция. Я только в этом году поучаствовал в 2 проектах. Первый — это Медовый сквер на Достоевского. Если вы представляете, там где исторически продавался мед, магазины, связанные с медом, там появился сквер Медовый, будет пчела, мы высаживали там яблони. И сквер Колонка на улице Кувыкина, который... Это легендарное место, куда раньше, по рассказам старожилов, я недавно в Уфе живу, съезжался город попить воды, он настоящий такой, деревенский, ты наверняка помнишь, в нашем детстве их было много. Колонки, прекрасные места появляются. А так в каждом районе минимум 2 аллеи или сквера появляются каждый год. И это задача, опять-таки, главы администрации,
потому что Уфа один из самых зеленых миллионников России. И наша задача все время стремиться, вот мы на 3-м месте, наша задача стремиться наверх. Это не так просто в случае с озеленением, но мы стараемся. Денис, ну и, наверное, каждый, ну, не только чиновник, но и глава администрации, наверное, думает, что, не дай бог, вот какое-то дерево, лишний раз какое-то дерево лучше не трогать, да, получается? А понимаете, если это того не требует, его никто не будет трогать. Вот в чем вся разница. То есть убирается, ну, представьте, например, идет благоустройство улицы. Я сейчас просто образно, благоустройство улицы. Вот 20 больных деревьев. Мы же не видим там кучу заболеваний есть всевозможных внутренних, которые... Да это достаточно посмотреть по спилу, там же внутри гнили. Абсолютно верно, да. Но они просто и пережили где-то свое. И здесь, ну вот, оставить дерево или посадить новое, знаете, мы были в Минске недавно. Минск очень взрослый город, почти 1000 лет. И там свежие такие по центральным улицам молоденькие деревья. И ощущение, что город молодой. А наша Уфа, стремящаяся, расцветающая, ну она, конечно... супер современный, супер стильный, супер красивый город. И озеленение, соответственно, должно быть именно такое. Посмотрите на Чернышевского, около арт-квадрата, какое потрясающее озеленение появилось. Клумбы с подсветкой, ну это же просто песня. Денис, вот еще хотелось бы уточнить такой вопрос. Вот перед тем, как высадить деревья, выбирается ли определенная порода? Или вот как вот это происходит? Ну, здесь в зависимости от места нахождения, если это сквер, то каждый глава района сам смотрит, выбирает. Конечно, смотрится, консультируется со специалистами, потому что не все породы, ну, сажать пальмы явно смысла никакого нет. То есть выбираются те породы, которые принимают этот климат, которые принимают эту почву. А есть специалисты, в отличие от нас с вами, Тимур, которые в этом много понимают, то есть та же кислотность там, или щелочная почва и так далее. По большим таким протяженным улицам, конечно, наша легендарная Липа и песни Уфеи Калары, да, которая много лет является неофициальным гимном. А в сквериках это и яблони, и черемуха. Вот на улице Мустая Карима, около этнодеревни, потрясающая черемуха, уже дающая плоды, и, ну, это же здорово. В общем, Денис, можно смело заявить, да, опровержение, так сказать, сделать, как пишут в телеграм-каналах, варварской вырубки никогда у нас не было и не будет. Никогда не было и не будет. Более того, Уфа должна становиться зеленее, краше, ярче, интересней и с помощью, в том числе, кустарников, более благоухающей. Спасибо большое, Денис, что пришел к нам в студию, ответил на вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель главы администрации города Уфы Денис Ганиев. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.